всероссийская перепись населения. Фирменная жилетка, шарф и электронный планшет. Вот уже 8-й день продолжается перепись населения России. За каждым переписчиком закреплены дома и улицы. Сегодня посещают Пролетарскую на окраине Карабулака. Ваха Шавхалов не раз участвовал в переписи населения и уже знаком с большинством вопросов. Учитывают каждого члена семьи, возраст, пол, наличие прописки и жилплощади. Вопросов хоть и много, однако сложного ничего нет. У хозяина дома на это ушло не больше 5 минут. Перепись обязательная, чтобы узнать, сколько человек у нас осталось, сколько вот нет, сколько пропавших. Это вопрос не занимает много времени, да, это не сложно всего. Основной этап переписи по всей России стартовал 15 октября. В Карабулаке закреплено 75 переписчиков. Каждый день одному волонтеру нужно собрать данные из 25 домов города. Также функционирует 13 переписных участков. Домой переписчика пускать не обязательно. На все вопросы можно ответить в подъезде или во дворе. Давно вы проживаете в этом доме? 3-4 года. 3-4 года, да? Угу. Так. Год строения? Не помните? 12-я по счету перепись России станет частью глобальной всемирной переписи населения 2020 года. Включиться в процесс можно самостоятельно в приложении или на сайте госуслуги. Для этого нужно выбрать услугу участия в переписи населения и заполнить все данные. Это существенно упрощает работу волонтеров, ведь граждане к переписи относятся по-разному. В некоторых домах препятствуют, не разрешают, нам вообще не говорят. В некоторых вообще доброжелательно, на чай даже приглашают. Но, конечно, мы не ходим. Обошли где-то порядка 12 домов, потому что тут в основном пустуют, земли стоят. Граждан Ингушетии призываю к всероссийской переписи населения. Цель переписи – собрать точные статистические данные об количестве и качестве жизни населения страны. Полученные в ходе опроса данные полностью анонимны. Итоги всероссийской переписи планируют подвести в первой половине 2022 года. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.